Жил на свете праведный Езид Пир Хошаба. Угодны были Богу его дела, ибо поступал он по совести. Жил он очень бедно, еле-еле зарабатывал на хлеб насущный, но не жаловался он на жизнь. Проведал Пир Хошаба, что в Хакарейских горах явил себя Господь Шихади. Пришел он из Шама, чтобы донести до людей истину. Собрались вокруг него и старый, и млад. Господь Шихади показывал людям путь к познанию и исцелял больных от всякого недуга. Молва о его деяниях разошлась по всему Востоку, и стали к нему приходить люди из дальних городов и селений. Приходили, да не с пустыми руками. Они приносили Господу Шихади дары, кто курочку, кто бычка, кто барашка. Подумал Пир Хошаба, и ему надо бы сходить к Господу Шихади. Пришел он домой, говорит своей супруге: «Раба Божья, со всех концов люди идут к Господу нашему Шихади с дарами, а мы так и не пошли. Какие от нас нищих дары? Ничего у нас нет, да вот только горсть ячменной муки. Испеки лепешку, что есть, то и отнесу». Испекла на лепешке, отдала мужу. Отправился Пир Хошаба к Шихади. Долго ли шел, коротко ли, неизвестно. Пришел он в горы, видит людей видимо-невидимо, и все с богатыми дарами. Загрустил Пир Хошаба, постеснялся. Спрятал он лепешку под абу, а сам спрятался за деревом, дожидаясь, когда все уйдут. Но не утаишь от Господа свои помыслы. Шихади видел все. Откликнул народ, чтобы расступились и пропустили Пира Хошаба. Бедный Пир с робостью подошел к Господу и сказал ему Шихади: «О, Пир Хошаба, достань лепешку, что прячешь под абой. Принимаю ее как лучший дар, ибо равносильно для меня она бычку. Порой мы делаем драгоценные дары, но не от чистого сердца. Быть может, показать свое богатство. Дар, принесенный от чистого сердца, будто лепешка, равносилен быку.